Чат здесь. Презентация вот. Чат здесь. Презентация здесь. Переключаешься и скажешь показать. Это все включаю я? Ну, тебе что показать? Ты включаешь презентацию. Здесь слайд делаешь. Чат здесь. Ну все, начинаем, да? Коллеги, нас слышно, видно? Задержка идет видео, пока не пойму. И звук, и видео, все идет с задержкой. В Москве 11 утра, все школьники, все учатся, все в интернете, поэтому интернет зависает очень-очень сильно. Ладно, давайте начнем. Коллеги, добрый день. Меня зовут Южакова Илона Юрьевна. Я руководитель автономной некоммерческой организации «Центр качества ОКНО». Мы занимаемся оценкой систем. Ага, все, вижу чат, все, сейчас комфортнее уже вижу вашу реакцию. Мы занимаемся внедрением систем менеджмента качества в некоммерческих организациях. У нас также есть свои разработки по этому поводу. Я дальше подробнее расскажу. Сегодня наша тема – это знак качества некоммерческой организации. Что это такое, для чего это нужно? Ну и, конечно, реестр НКО, исполнителей общественно полезных услуг. Крайне актуальная сегодня тема для всех российских некоммерческих организаций. Хотя не такая уж новая, но тем не менее еще и не совсем известная. Так, сейчас, минуточку, я тут учусь с этим оборудованием общаться. Итак, вот коллеги видят мой слайд, да? Сейчас. Ну, да, все, вижу, что вы видите. Откуда вообще берется вот эта вся история, почему возникает потребность в реестрах, рейтингах? Но я в секторе очень давно, это уже, наверное, больше 20 лет, ну да, больше 20 лет. И несмотря на то, что сектор уже, 20 лет, в принципе, такой уже достаточно хороший срок, тем не менее, на каждом этапе возникают вопросы, кто вы такие, что вы делаете, что это за организация. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Если в начале, да, спрашивали, но никто не знал, кто мы такие, зачем вы это делаете, зачем вы этим занимаетесь, кто вы такие. Сейчас, когда мало организаций, да, еще непонятно, кто чем занимается, когда теперь уже становится организаций все больше и больше, теперь вопрос, а кто вы, да, то есть много организаций, сейчас, минуточку, много организаций, и тоже возникает вопрос, а чем вы отличаетесь от других. Это закономерный процесс, я вам сейчас немножко расскажу еще и по международной практике. Но итак, смысл этих всех рейтингов, реестров, это, конечно же, выбор той организации, того партнера, с которым можно плодотворно и долго сотрудничать, и, главное, эффективно. Поэтому вот эту потребность и закрывают внешние маркеры и оценки. Их есть большое количество способов, да, оценить, инструментов, рейтинги различные, реестры, знаки качества, сертификаты. Но вот первые знаки качества – это, по сути, просто картинки, кроме первой, где вот премия правительства в области качества – это действующий действительно знак качества, и он объявляется ежегодно, и даже есть некоторые некоммерческие организации, но они достаточно крупные, которые принимают участие в этом конкурсе. Внизу инструменты – это уже больше относится к международным системам. PQASO – одна из известнейших международных знаков качества. ISO сертификат, наверняка слышали, ISO 9001. IQM – это знак качества, инклюзивное качество образования, это зарубежный знак качества. Система ОКНО – это наша разработка, я вам о ней чуть дальше расскажу. У меня немножко, я вижу слайд, вы не совсем хорошо видите. Сейчас я его вот так вот сделаю. Так, наверное, вам будет лучше видно. Так, идем дальше. Давайте немножко вам расскажу про рейтинги, что это такое, на чем они основываются. И эта система пришла и к нам в Россию. Есть специальные организации, рейтинговые агентства, которые самостоятельно придумывают критерии, по которым оценивают организации.
Ну вот в зарубежном опыте есть организация, не буду вас там названиями сильно грузить, да, ну вот они выбирают, например, по сумме пожертвований, которые организация получила за год, и рейтингуют их, вот кто больше собрал, кто меньше собрал. Есть реестр топ-100 НКО в Америке, и его формирует по валовому доходу, то есть всю сумму, все, что может получить организация, и процент расходов, то есть что она получила и что она потратила на и административные расходы, и непосредственно на своих клиентов. Разные оценки. Вот у нас недавно вышел совсем буквально первый рейтинг российских благотворительных фондов, уже российских, да, для нас. Вот они, эти эксперты оценили, составили рейтинг по уровню партнерского потенциала. В новостях, если будет интересно, подробнее можно посмотреть. И у них есть разъяснения по поводу того, как они составляли этот рейтинг. Давайте дальше посмотрим. У нас, кроме рейтингов, какие еще есть системы? Реестры. Тоже один из способов оценить и составить список организаций, список партнеров, с которыми можно взаимодействовать. Не буду говорить про абстрактные примеры, давайте мы перейдем конкретно к нашему реестру, тот, который сегодня у нас действует в России, которым очень озадачено правительство, государство, потому что государство является одной из наиболее заинтересованной стороны в развитии сектора, оно больше всего его поддерживает, вкладывает деньги, поэтому, конечно, оно заинтересовано вот в реестре таких организаций, в списке, да, для которых можно положиться те, кто могут быть именно исполнителями услуг, которым государство доверяет. Вот, в принципе, база этого есть, на этой базе сложился вот этот реестр исполнителей общественно полезных услуг. Решение о нем принято еще в 2015-2016 году, о том, что нужно создать такой реестр для того, чтобы помогать именно своим, ну, чтобы государство могло выделить, да, этот список этих организаций, помогать именно тем, кому вот кого оно выделило, и выделить им определенную государственную поддержку. Значит, суть этого реестра, да, 3 шага. Выделены приоритетные направления этих услуг, какие услуги именно государство готово поддерживать. Критерии оценки качества определены, какие организации, какого качества услуг должны быть те, которые государство готово поддержать. И порядок признания именно как попасть. Вот эти 3 пункта определены в 4 нормативных актах. Акты вам не стала переписывать уже сюда, это посмотрите. Они, в принципе, базовые, можно будет изучить, но всю суть я вам сегодня расскажу. Какие основные требования предъявляются... Сейчас что-то пишут в чате. Слышно, видно презентацию. Да, спасибо, коллеги, за комментарии. Так удобнее, потому что все-таки формат достаточно непростой, да, когда людей не видишь, все-таки это точно сложнее. Основные требования, которые предъявляются к тем организациям, которые хотят войти в реестр. Первое, что она должна действовать, и не просто действовать, а именно оказывать эти услуги надлежащего качества на протяжении 1 года до подачи заявления. То есть должен быть год полноценной деятельности, оказания тех услуг, с которыми организация хочет войти в реестр. Не являться НКО, выполняющей функции иностранного агента. Ну, думаю, про это все знают, кто такие иностранные агенты и как случайно им не стать. Ну и, конечно, не имеет задолженности по налогам и сборам. Тоже, в принципе, все достаточно просто. Алгоритм вхождения в реестр. Вот здесь, пожалуй, самый такой проблематичный вопрос, с которым сталкиваются организации. Хотя в Якутии есть уже одна организация, которая вошла в этот реестр, и я думаю, что коллеги могут поделиться опытом, как они прошли этот алгоритм. На самом деле он очень простой, теоретически, да, он состоит всего лишь из 2 шагов. Первое – это получение заключения соответствия качества услуг, которое выдается профилирующим ведомством, ну, как вы видите на слайде, Минтруд, Минобр, Минкультуры, Минздрав, Ростуризм, то есть то, в части ведомства какого вы оказываете услуги свои.
И недавно у нас вышло изменение, либо вы можете получить заключение фонда президентских грантов, если вы являлись ранее победителем фонда президентских грантов, конкурса этого, и качественно реализовали проект. Ну, такого, как бы сказать, понятного сейчас механизма, как выдает фонд это заключение, для меня пока нет, информации я этой не нашла. Но я связываю это с тем, что сейчас фонд активно проводит оценку проектов, которые были когда-то реализованы. И я так понимаю, те организации, которые получили эту оценку, это заключение, да, вот, наверное, это и будет являться тем документом, который должен быть приложен. То есть вы пишете заявление в территориальный Минюст, туда прикладываете вот это заключение, и в принципе все. Это заявление подается в территориальный Минюст, и они вам в течение 30 дней должны выдать заключение. Организация находится в реестре 2 года, потом у нее есть, потом она из него исключается, но тем, кто уже был в этом реестре, там какие-то льготные условия, более простые для снова вступления в этот реестр. В чем загвоздка на самом деле? Сейчас я вам расскажу. Привилегии давайте потом сделаем. Загвоздка в чем? Загвоздка именно в получении вот этого заключения о качестве услуг. У нас вообще с этим проблема на самом деле в России, потому что слабо развиты процессы стандартизации, сертификации, хотя очень много хорошей российской практики в этом есть. Ну, конечно, она больше связана с промышленниками, с производством, с каким-то, да. Но, тем не менее, это, конечно, я не знаю, даже сложно оценить, насколько на международном уровне пользуются вот этими механизмами, и насколько у нас они, на самом деле, еще в зачаточном состоянии. Поэтому, конечно, вот в этом большой такой затык возникает. Как оценить те услуги, которые, вот пришла организация, да, и в ведомстве какой-то человек, наверное, специально обученный, должен выдать вот это заключение. На самом деле есть критерии, они тоже обозначены в одном из нормативно-правовых актов, постановлений правительства, и они на первый взгляд достаточно простые. Их всего 5 критериев, вы их видите перед собой: соответствие общественно полезной услуги нормативным правовым актам, наличие у исполнителей услуг необходимой квалификации и чтобы их достаточное количество было таких людей, отсутствие жалоб на действие или решение вот этой организации, которая подает, да, в течение 2 лет причем, да, предшествующих подаче заявлений, открытость и доступность информации о некоммерческой организации, ну, то есть банально, чтобы у нее был сайт хотя бы, да, и с информацией с какой-то наполненной. И отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков, это если эта организация ранее выполняла контракты какие-то государственные. В принципе, все несложно, но если кто-то сталкивался когда-то вообще с механизмом сертификации вот этой оценки качества, он на самом деле понимает, что это не очень простой механизм, и он требует и компетенций людей определенных, да, и критерии, и вот эти вот оценочные механизмы, он на самом деле непростой. Поэтому, насколько я знаю и слышала от организации, всегда вопрос возникает вот именно в получении вот этого заключения от конкретного ведомства. Ну, пока это так, вот механизм с включением победителей конкурса фонда президентских грантов, он, конечно, значительно упрощает этот механизм. Поэтому будем надеяться, что и механизм вот этих получения вот этого заключения именно о качестве услуг в ведомствах тоже будет постепенно совершенствоваться и становиться более прозрачным и понятным для организации, то есть что она именно должна сделать для того, чтобы получить это заключение. Ну, с этим, я думаю, понятно. Если есть какие-то вопросы, пишите в слайд. Смотрю на слайд, говорю слайд. Пишите в чат, и я вам еще что-то поясню. Ну, понятно, что есть такой реестр, в принципе, понятен алгоритм, запросы, все, в общем-то, несложно. Но всегда организации, вот пока у нас слабо развита вот эта культура оценки, получения вот этих знаков, каких-то отметок, да, всегда организации задают вопрос, зачем нам это надо, что мы за это получим, вот какой смысл вот ходить, собирать эти документы, чего-то добиваться, да. Ну вот,
На самом деле в международной практике организацию, у которой нет ни одного знака качества, вообще никаких отметок, она никогда не найдет себе никакого партнера и ничего не получит. То есть для них это просто такая культура, да, то есть ты должен чему-то соответствовать. А вот у нас пока этой культуры нет, но в перспективе, я думаю, мы движемся в этом направлении, потому что полезных услуг. 4 пункта выделено, конкретно прописано. Это получение бюджета, интернет, и также участие в курсах повышения квалификации в всяких обучающих мероприятиях. Но я вам здесь пометочку сделала, что это только на государственных и муниципальных все ресурсах. Да? То есть то, что государство у него есть, и оно может вам какие-то вот привилегии, если вы имеете статус. Но, насколько я понимаю и знаю, да, сейчас такого сильного разграничения нет, потому что реестр не наполнен, и если мы сейчас начнем вот эту помощь оказывать только тем, кто в реестре, то понятно, что 99% организаций, даже я бы сказала 99,9% организаций останутся без такой помощи. Поэтому сейчас эта помощь оказывается всем организациям практически, да, и вот такого точного разделения нет. Но, тем не менее, я бы вас хотела простимулировать и мотивировать все-таки пытаться вступать в эти реестры, конкретно в этот реестр, потому что в первую очередь, вот сейчас я дальше, наверное, продолжу как раз про знак качества уже, да, мне суть этого всего, это в первую очередь понять, что вы соответствуете требованиям, да, каким-то. Вот я вижу вопрос, не знаю, он задержка идет или он только что возник, какую поддержку получает НКО и ПОБ от Надежды. Надежда вот сейчас, да, разговаривала, вот этот слайд, давайте я верну тогда. Привилегии. В законе обозначены получение бюджетных субсидий, повторюсь, да, имущество, бесплатное эфирное время, курсы. Ну, вот смотрите, в Москве все это есть, но смотрите, какой формат. Получение бюджетных субсидий. Есть гранты мэра Москвы, но они же не ограничиваются только для тех, кто вошел вот в реестр исполнителей общественных услуг. Нет, то есть они выдаются всем, кто подал заявки. Вот ты НКО, да, ты работаешь больше года, и все, подавай заявку и можешь выиграть в конкурсе. Да? То есть каких-то отдельных привилегий сейчас для исполнителей общественно полезных услуг я не знаю. Я на моей практике такого не встречалась, и нигде я этой информации не нашла. То же самое имущество. Да? В Москве вот проводился конкурс на помещение. Требования там стояли только, чтобы ты работал, чтобы тоже не менее года, чтобы у тебя были проекты соответствующие, и это было в формате конкурса тоже проектов, под которые ты получал эти помещения. Бесплатные всякие площади, информация и так далее. Есть огромный портал «Большой душевная Москва», на котором любая организация может совершенно безвозмездно размещать свою информацию. И вообще информационная поддержка очень значительная в Москве для организации. Опять же, нет ограничения, да, что вы опыт или нет. Курсы. Ну, программа НКО Лаб, наверное, все знают, что это, она гремит, мне кажется, уже на всю Россию. Замечательная программа, в которой могут принять участие все некоммерческие организации. То есть я вот о чем говорю, да, что нет сейчас исключительного права именно для исполнителей общественно полезных услуг. Но вообще во всем мире это культура, да, вот получения вот этих знаков, соответствия требованиям чьим-то, она очень развита. У нас пока нет. У нас пока говорят, я получу, если мне за это что-то будет. Но во всем мире это действует по-другому. Смотрите, у меня есть знак, да, смотрите, я чем-то отличаюсь от других, я прошел внешнюю оценку, я там вот в этом реестре, я вот в этом рейтинге. То есть эта система очень активно работает на статус некоммерческих организаций, для того, чтобы они находили партнеров, чтобы повышать доверие. То есть они не стремятся что-то получать за это, кроме доверия, повышенного, да, доверия к конкретной организации,
о том, что она чем-то отличается, да, от другой такой же организации. Вот. Но у нас пока вот народ, у него такие вот меркантильные интересы чисто преследует. Дайте мне что-то, тогда я пойду. Поэтому вообще, если организация все равно в любом случае на те организации, которые состоят в каких-то рейтингах, реестрах, имеют какой-то отличительный знак, я думаю, даже если вы себя поставите на место поставщика, да, не поставщика, наоборот, того, кто хочет найти партнера или поставщика, да, и вы, не зная, например, организацию, но увидите у нее тоже сертификат ИСО, что она представила, да, или находится, вот вы посмотрите, что она в рейтинге, там опубликовала, что она в рейтинге на каких-то первых местах, согласитесь, на вас это подействует, и вы поймете, что да, ну такая вообще организация серьезная. Вот поэтому, конечно, сейчас уже понятно, что много каких-то вот еще вопросов, но тем не менее вступать надо получать эти знаки, вставать в реестры, участвовать в рейтингах. Это очень важно и в целом для повышения доверия и сектора, и к сектору, и конкретной организации. Сейчас я вам еще более такой практический пример приведу. Давайте расскажу про наш знак качества, который мы разработали, одноименный с нашей организацией. Значит, мы давно уже работаем с этой системой, мы ее где-то в начале 2016 года мы начали с ней работать, адаптировали, изучили ряд международных стандартов, которые разработаны для некоммерческих организаций, перевели целый пул стандартов, адаптировали их под российскую систему и создали вот такой стандарт менеджмента, да, для некоммерческой организации. Знак окно охватывает 11 областей управления и позволяет систематизировать менеджмент организации, то есть фактически это такой идеальный образ организации, что она должна из себя представлять, какие у нее внутри должны быть процессы, чтобы она хорошо работала. То есть у знака качества окно, давайте я что-то куда-то убежала, есть два направления, внутреннее и внешнее. То есть внутреннее показывает о том, что организация внедрила у себя современный менеджмент. То есть это позволяет вам внедрить, да, пользуясь вот такой системой, внедрить самый современный менеджмент. Дает возможность масштабироваться, потому что когда у вас регламентированы внутри процессы, когда вы точно знаете, что из себя представляет ваша организация, вам очень легко передать этот опыт, делиться им, создавать новые такие организации, какие-то отделы, да, или франчайзинг тоже, но это возможно только тогда, когда устойчивый, хороший, понятный, регламентированный менеджмент. Устойчивость организации повышается в разы. Это точно, потому что вы сами понимаете, когда регламентировано, когда все понятно, когда все обустроено внутри, то, конечно, организация понятно, куда движется и что ей делать. Устойчивость повышается сильно, а уж современные эти все практики, которые вы внедряете вместе с системой, они нивелируют какие-то вот эти рискованные какие-то вещи, да, в которых внешние постоянные стрессы, которые мы испытываем, и организация становится более устойчивой. Ну и преимущество внешнее, да, то есть то, что мы раньше с вами говорили, что такие знаки, они служат доказательством открытости. Ну и чисто совсем вот прям практический пример вам скажу, вот куда его все-таки этот сертификат и знак качества можно применить, чтобы все-таки выгоду какую-то получить. Открывает возможность вот такой знак качества, сертификат на знак качества, вступить в реестр ТОП-100 НКО Московской торгово-промышленной палаты. Это наш совместный проект, мы его разрабатываем, он уже пилотируется, и есть у нас несколько организаций, которые уже вошли в реестр ТОП-100 НКО. Я думаю, что у нас можно на отдельном вебинаре поподробнее рассказать об этом. Суть заключается в том, что, имея такой знак качества, вы вступаете в этот реестр, презентуете свои проекты бизнесу, и бизнес, понимая, что вы надежный, ответственный поставщик, готов вам помогать реализовывать эти проекты ресурсами, разными ресурсами. Это и деньги, это может быть и еще какие-то другие ресурсы. Вот, в принципе, что дает наш знак качества. Алгоритм его достаточно прост получения, это пройти самооценку, это все бесплатно, я дальше на последнем слайде дам ссылки все. Внедрить систему – это наиболее сложный процесс, потому что надо меняться, да, придется меняться, что-то, менять какие-то процессы, готовить какие-то документы, это наиболее длительный и сложный этап.
И последний этап – это уже прохождение внешней оценки, получение сертификата. Это все, что касается нашего знака качества. Это вот первая такая птичка у нас на рынке, вот именно таких знаков, доказательств какие-то. У нас есть также приложение, отдельно разработанное по работе с системой окно для ресурсных центров. То есть ресурсный центр сам для себя может брать эту систему для того, чтобы работать со своими некоммерческими организациями. И это дает возможность постоянно оценивать эффективность своей работы до и после, да, то есть оценить организацию до воздействия на нее и после воздействия вашего, аналитические данные вообще по вашему месту пребывания, где вы, да, вот с кем вы работаете, регион, район, область какая-то. Возможность обоснования обучающих курсов, то есть вы оценили организацию и понимаете, какая у вас потребность, в чем обучить ваши организации, и обеспечение индивидуального подхода к развитию конкретно НКО, что, я думаю, вот, наверное, в вашей ситуации это наиболее актуально, потому что организаций пока, наверное, не очень много, и конкретно прям подтягивать, вытягивать, готовить их к достаточной устойчивости, таких, делать их сильными, крепкими, это вот дает возможность именно внедрения вот такой системы в своей работе. У нас есть 3 сайта. Окнокачества.ру – это о нашей организации. Система окно.ру – это о самой системе, там можно подробнее все посмотреть, узнать. И окно селфинг – это сайт по самооценке. Со всех 3 сайтов можно везде переходить на другие сайты, то есть можете зайти на окно качества и там, в принципе, по ссылкам везде все найти, пройти. Также мы оказываем помощь и в практическом применении. У нас сейчас зайдите на наш сайт, подписывайтесь на наши социальные сети. У нас там идет активно, мы популяризируем наш проект «Эксперимент Окно». У нас в Москве есть организация, в которой мы сами зашли как управленцы и внедряем там под ключ систему. О всех наших шагах, результатах мы пишем для того, чтобы организации видели, что это несложно, это возможно и что это дает положительный результат. И что, в принципе, внедрение системы – это ежедневная и достаточно понятная деятельность любого руководителя в части улучшения постоянной такой работы над развитием своей организации. В принципе, у меня, коллеги, все, что я хотела сегодня до вас донести. И так заняла у вас лишних 10 минут, планировала чуть пораньше закончить. Если есть какие-то вопросы, в чате вопросов не вижу, тогда будем закругляться. Благодарю вас за внимание. Всегда открыты, готовы общаться, встречаться, обмениваться опытом. Спасибо большое и всего доброго.